Северная Осетия, Алания. 7987 квадратных километров. 678 тысяч населения. Более 1,5 миллиона туристов в год. Но я пошел дальше. Я переехал сюда и теперь готов исследовать каждый уголок Северной Осетии. Всем привет, меня зовут Евгений Казанов, я профессиональный турист и телеведущий. Проехал более 15 тысяч километров, посетил сотни музеев, попробовал тысячи блюд. В каждом выпуске я путешествую по Осетии вместе с теми, кто знает ее лучше всех, местными жителями. Наша цель – исследовать республику. 28 тонн, не поверите, поднимали на вертолете. Познать вековую культуру. Я бы съел запах просто. И составить свой путеводитель ярких эмоций. Вы посмотрите, что там за виды! Ирон и я, когда простое путешествие начинается с вопроса: а что, если остаться? Женя, Ты чё кричишь? Чё пугаешь так? нам нужно было отснять один кадр, где ты ешь кекс и все, а ты уснул. Я вообще-то не уснул. Я попробовал, меня захлестнули эмоции, и я ощутился в каком-то своем мире удовольствий. Вот ты пробовал, это же прекрасно. Ты пробовал? Нет. А ты пробовал? А надо попробовать. Женя, я такое не ем. Вот и правильно, что не ешь. Поэтому тебя в кадре нет. Не поместился бы. Ладно, нам пора начинать. Добрый день, дорогие друзья. И это передача «Ирон и я», где я вместе с вами путешествую по всем интересным местам Северной Осетии. И я ее ведущий Евгений Казанов. И, кстати, этот кекс привел меня к очень интересной идее. В детстве мне мама говорила: не доешь хлеб, гоняться будет. Считалось, что если его не доесть, навлечешь на себя нужду и голод. Поэтому гоняться за ним сегодня буду я. Наверное, каждый человек в России знает, что Осетия славится своими пирогами. Но пожив здесь немного, я увидел, что пироги – это малая часть огромной культуры хлебопечения. Снова я вооружился своими главными орудиями. Это фотоаппарат и мой дневник путешественника, в котором я сохраняю самые яркие моменты со своих поездок. И сегодня я открываю новую историю своей жизни в Осетии, которая начнется рано-рано утром. В Северной Осетии хлеб – это больше, чем просто выпечка. Здесь рядом с современными пекарнями еще живы старинные рецепты. Мука с местных полей, тесто, замешанное по традициям, передаваемым десятилетиями. Сегодня в республике работают десятки предприятий, но главное остается неизменным – теплые руки мастеров и уважение к хлебу. Каждый ломоть хранит вкус гор, гостеприимство и истории, которую хочется разделить за общим столом. На часах 5 утра, час, когда пробуждается хлебное искусство. А прямо сейчас мы с вами отправляемся на хлебзавод, чтобы показать, как же производят знаменитый хлеб в Северной Осетии. Все вы помните, как вот из таких машин берется хлеб и разносится по магазинам. А как он появляется и откуда? Идем туда.
Итак, как вы видите, процесс начинается именно с замеса теста. Вот в таких больших емкостях, вот так автоматически все происходит. И обязательно добавляется ручной труд. Чем больше приложено ручного труда, тем хлеб вкуснее. Чем больше механизмов, тем он теряет свои вкусовые качества. Тесто, когда мы ее замешиваем, там живые организмы, дрожжи. Они работают. Там накапливается молочная кислота, там накапливаются ароматические вещества. Процессе брожения. А потом идет процесс формовки. То же самое. Там белок. И белки, чтобы не повредить их, когда их вручную формуешь, тогда объем хлеба больше. Объемнее, он красивее и пышнее. Значит, все зависит от рук мастера. Все зависит от рук мастера, все зависит от тестомеса, какие теста сделает. Хорошие теста, значит, хороший хлеб. Хорошо испечет хлеб пекарь, значит, хороший пекарь. Здесь все взаимосвязано. Как только тесто замесили, эту большую емкость вставляют вот сюда в аппарат. Она поднимает, вываливает сюда тесто и уже вот так по конвейеру распределяется вот так тесто и идет сюда для распределения вот в такие формочки. Я увидел у вас ГОСТ висит. И сколько лет вообще этому ГОСТу? Ну, этот ГОСТ мы обновляли, конечно, но мы работаем по этому ГОСТу. То есть 75-го года это... 75-го то, года. может, даже еще- Нет, но ГОСТ в 86-м году вышел. А, вот, он 80. Но до этого тоже. Таких ГОСТов для формового кирпича существовало несколько ГОСТов. Вот. И они обновлялись. ГОСТы всегда обновлялись. Что-то дополняли, что-то прибавляли, что-то снимали. Вот знаете, вот там где-то... Ну, рецептура... Рецептура менялась, да. Поэтому вот этот ГОСТ, это был еще при Советском Союзе. Да, 86 А потом после этого уже начали все распадаться. Но вы все равно именно Ну, печете... именно, да, вот эта закладка, больше там ничего нету. Все, что там записано, и все. Итак, как вы видите, хлеб только что испекся, его сразу же горячим вытаскивают и отправляют вот так по конвейеру. Дальше здесь его собирают, раскладывают и отправляют как раз в машину, после чего машина развозит по магазинам. А сколько сам хлеб хранится? Ну вот обычный хлеб 24 часа. 24 часа. Вот ее выбили с печи, и пошел отчет. И на второй день пригодный, и на третий. Но он черствеет, он уже свои вкусовые качества тоже теряет. То есть покупатель должен вот утром купить, Да. за весь день его поесть, Покушать. то есть завтрак, обед, Можно и ужин. второй день, да, ничего не случится. Ну а свеженький на утро следующий. Ну да, свеженький, но тем не менее для организма самый такой подходящий – это остывший холодный хлеб. Ну, то есть сегодняшний. Вот, например, в закрытых учреждениях, там больница, детские сады, школы, там рекомендовано, наоборот, чтобы он был черствый. Он полезный. Почему? Потому что, когда едят этот хлеб, он должен быть немножко жестковатый, чтобы, когда идет процесс проглатывания, чтобы он очищал стенки пищевода и всех этих самых. Ну, а сейчас у нас принято горячий хлеб кушать и покупать. Хрустящий. Но он не полезный для организма. Это плохо для желудка. Я за 50 лет никогда не поел здесь нашего горячего хлеба. Горячий хлеб – это Никогда я не поела. плохо для желудка. Это плохо для желудка. Век живи, век учись. Только сейчас я об этом узнал.
вам огромное спасибо за то, что нас немножко так приютили, встретили. Да ладно, что, о чем вы говорите? Не, я вам так, Приезжайте, приходите я вам всегда. так скажу, ну, простой обычный человек, вот, либо пекарни, это еще ладно, а вот на хлебзаводе побывать и посмотреть весь этот процесс, это много чего стоит. Но лично для меня это очень интересно, поэтому большое вам спасибо. Спасибо вам тоже за внимание. Да. И мы вам желаем, чтобы побольше этого хлеба люди пробовали и вкушали. Спасибо. Будем стараться. Итак, ну что, утро началось, и мы прямо сейчас как раз с хлебзавода. И у нас гостиниц вкусненький, свеженький, только из печи. Время пришло позавтракать. Давайте. Будешь? Тебе тоже сделаю. Неправильно ты, дядя Женя, бутерброды ешь. О, Реми, привет! Я знал, что ты меня одного не оставишь. Ну как тебя оставить с такими бутербродами, если их так можно назвать? Бутерброды надо делать правильно. Хорошо, я подготовился. Чтобы я не один познавал хлебную культуру, ко мне приехал Реми Демеев. Я слышал, что самые лучшие повара – это мужчины. Но я никогда не видел, чтоб так интересно и так вкусно рассказывали о еде, как это делает мой дорогой осетинский друг. Мы с Реми не только будем вам рассказывать про выпечки, а также проведем большую дегустацию и поделимся своими впечатлениями. Вот это теперь правильный бутерброд, Женя. Вот, И вот это надо кушать. Спасибо большое. Реми, я на самом деле очень рад, что ты приехал, смог. И у меня такой вопросик. Вот у меня в детстве хлеб был постоянно. То есть на завтрак бутерброды, на обед обязательно надо был хлеб, потому что всегда говорили, если не поешь хлеб, то не наешься. В твоей жизни какую роль играет хлеб? Ну, знаешь как, давай начнем с того, что, вот как ты правильно сказал, да, в детстве нас заставляли, да, бабушки особенно, да, хлеб всему голова, Да. кушай хлеб. Но я не понимаю людей, которые говорят, от хлеба нужно полностью отказаться. Если умеренно, если правильно, тем более домашний хлеб, который пекут, опять-таки, если у кого есть кто счастливый человек и до сих пор осчастливлен наличием бабушки в жизни, да, когда тебе бабушка испечет, вот из печи достает вот этот горячий хлеб или лаваш, неважно, да, и вот тебе дает, это круто. Хлеб нужен, тем более в наше время разнообразие и качество сырья и в целом продукта готова просто на любой вкус и цвет. Поэтому я считаю, хлеб необходим в жизни человека. Особенно в Осетии, когда это приходит еще в виде пирогов. Ой, что-то кушать захотелось. А вот скажи, а польза хлеба какая у него? Ну, просто для меня хлеб – это вкусно. Вот как ты считаешь, какая польза есть у хлеба? Польза хлеба? Ну, в моем таком обывательском понимании, хлеб все-таки это злаковый, да. Определенное количество, там, не знаю, как это говорится сейчас модно, есть белки, есть углеводы. Вот хлеб – это, собственно говоря, углеводы, которые необходимы нашему организму. И если, опять-таки, повторюсь, не злоупотреблять, то я считаю, хлеб – это вполне полезная и нужная, я бы даже сказал, вещь, которая извне приходит в наш организм. Но я считаю, что одна из главных польз хлеба – это то, что он повышает настроение. Но я слышал, что в Северной Осетии есть пекарни, которые утверждают, что их хлеб действительно полезен, потому что делаются на определенные закваски. И поэтому я предлагаю нам прямо сейчас туда и отправиться. После того, как съедим. Давай. Хлеб – это больше, чем еда. Его вкус и аромат знакомы нам с детства, а в каждом ломтике скрыта настоящая польза для организма.
Хлеб насыщает энергией благодаря углеводам, которые питают наш мозг и мышцы. Хлеб – это основа рациона, символ уюта и традиций, а еще источник сил, которые нам так нужны в повседневной жизни. Фатима, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады приехать к вам. Нам рассказали, что у вас здесь есть полезный хлеб. Вообще полезный хлеб для меня как-то немножко очень интересно звучит. Как-то полезный. Вообще, во-первых, почему полезный? Ну, начнем с чего? С полезного хлеба. Да. С ферментированного через холодную расстойку хлеба. Его готовят сутки. Начиная от закваски и кончая готовым хлебом, проходит ровно 24 часа. Где-то 23, где-то чуть больше даже. Но Смотрите. Все равно он же в промышленных? Да, конечно, конечно. То есть нет, его готовят и вручную. Вот видите, вот эти хлеба. Да. Гречишный, хуторской. Вот этот вот хлеб с клюквой. Сельский белый, сельский серый. Все это готовится вручную. Его полезность в чем? Вот если вы правильно сказали, если сравнивать его с обычным хлебом, наш обычный кирпич, вот он, да? Сюда тоже входит закваска, опара, то есть мы его тоже делаем хорошо. Если мы берем хлеб ферментированный через холодную расстойку, то что там происходит? Вот эти все органические вещества, которые находятся в тесте, они как бы становятся биодоступными для организма человека. Понимаете? Даже крахмал расщепляется, сахара расщепляются. То есть они легко усвояемы для организма. То есть, человек себя чувствует бодрее, лучше. Это совершенно другой хлеб. Девочки, которые пекут этот хлеб, они его делают с любовью. Ну, это самое главное. Цельнозерновой хлеб особенно ценен. Он богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение, помогает дольше сохранять сытость и дарит ощущение легкости. А минералы укрепляют иммунитет и заботятся о сердце. Во Владикавказе есть люди, болеющие, скажем. У одного одна болезнь, у другого другая болезнь. И первый раз мы начали вот с этого хлеба. Вот с этого. Сюда входит ржаная мука. Ржаная мука, закваска. Его еще называют финиковый. То есть он у вас может храниться достаточно долго? Да. Я вот, думаю, например, что он если- не заплесневеет и в течение месяца. Этот заплесневеет. Все хлеба, кроме ферментированных Ну вот, хлебов. если я возьму вот такой хлеб и положу в холодильник, сколько я могу? Вообще, как его так, держать целый месяц? Смотрите, если вы хотите просто вот как для семьи, каждый день кушать. Вы возьмете хлеб, допустим, вы его не поели. Вы его на кусочки порезали, заложили в морозильную камеру, и достаете, разогреваете и едите. Фатима, большое вам спасибо. Вам спасибо. Прекрасное место. И действительно было очень интересно и полезно, потому что, лично я первый раз вижу полезный хлеб. Полезный. Да. Он не только вот тут наполняющий, но и полезный. Поэтому спасибо вам большое. Вам спасибо. Очень Спасибо. Всего доброго. Фотографию забыл сделать. Сейчас очень много статей, видео в интернете о том, как сохранить талию. Главный секрет – это отказаться от мучного. Но лично я выбрал путь быть счастливым. И, кстати, мне это еще и не мешает быть стройным. Но вот лично у меня такой вопрос. А как же, все-таки сохранить талию и также кушать мучное? Подожди. Супруга смс-ку написала. Женя, не забудь купить хлеб. Как обычно. Только уехала сразу с поручениями. Вот где я сейчас ей найду? Кстати, а если нет хлеба, не куплю, что делать-то? Самому испечь.
Хорошая идея. Кстати, не зря мы приехали прямо сейчас к Инге Туаевой, которая не просто занимается хлебопечением, а печет его по особому рецепту. Который делает Славить сама. Да. Пойдем? Пошли. Здравствуйте, Инга. Мы очень рады, что вы к нам. Не, мы к вам. Да, мы к вам. Вообще-то не... Ты привык, что да, вот все к тебе приходит, а тут мы к кому-то пришли. Да, мы очень рады, что мы к вам пришли. Ну и теперь хотим посмотреть, как же вы печете хлеб. Начинаем? Конечно, давайте начинать. Давайте. Хлебушек подготовлен заранее. Мы его переворачиваем. А сколько он вот так пролежал Он пролежал так 18 часов в холодильнике. в холодильнике? Брожение прошло у него 6 часов в заквасочном виде. Потом я из него сделала тесто. Тесто бродило уже, само тесто я выбраживала 10 часов. Когда оно выбродило уже хорошенько, я его предформовку, формовку сложила в форму, оставила на столе на 1,5 часа и потом на 18 часов в холодильник уже. Вот от самого начала до самого конца сколько проходит времени? Почти 2 суток. 2 суток. Так, А потом хлеб съедается за 5 секунд. Все. Мы сейчас с Женей, пока к вам шли, мы вот обсуждали это. Это как в детстве, когда тебя отправляют за хлебом, и ты идешь вот этим горячим хлебом, пока до дома дойдешь, ты половину съедаешь Да. просто. Так, достаем нашу формочку. Камень наш. у вас... Ух ты, Да. Ого. форма... Можно я приду туда? Конечно. Ты еще обрати внимание, там еще и под форму камень Это камень специальный. специальный, да. Теперь нам нужен кипяток. Вода сама на что дает? То есть Она дает почему? пар. Благодаря образованию пара корочка бывает тонкая и хрустящая. Как давно вы этим занимаетесь? Уже 4-й год пошел. А началось все с того, это такая смешная история тоже, если можно расскажу, конечно. Нужно. Закваску выводила, не получалось у меня. Тут у меня, когда стало получаться, я прям на радостях, естественно, и тому, и тому, и тому. Пожалуйста, ну заберите, попробуйте, это ж так вкусно. И вот каждому пыталась вот как бы отдать кусочек хлеба хотя бы, ну хоть как-то это. А у меня подруга, она занимается маникюр-педикюром, и мы сидим на процедуре и так разговариваем, тут звонок. Я поднимаю телефон, и девушка мне говорит, это пекарня? Я говорю, нет. Это, говорит, дом, говорю, это как бы частная квартира, она такая, говорит, мне, это пекарня, говорит, мне сказали, что вы, говорит, печете, нет, пекарня. Я говорю, нет, я положила трубку, вы перезвоните кому надо. Она звонит 2-й раз, 3-й раз, и подруга на меня смотрит такая, говорит, ну-ка положи трубку, беззвучно сделай. Я беззвучно делаю, и она мне говорит, видишь щипчики, сейчас они тебе в ноги вонзятся, говорит, если, говорит, ты не... Это, говорит, я дала. Она закрыла от меня соцсети, чтобы я ее не видела, и дала рекламу вместо меня. И вот так начался мой путь к хлебу. И люди стали звонить, люди стали писать, люди стали просить хлебушек. Вот что значит хорошие Вот друзья, подруга. которые продвигают. Да. А какой аромат сразу пошел? А вид? Сейчас сколько ему надо вот так полежать? Хотя бы 15 минут. Ну, мы его сейчас порежем горячим. Вот хруст вот такой вот его должен. Не, может, мы ему дадим вот как полагается, вот отдохнуть. И... А он Ну, сейчас... как полагается отдохнуть, это часов 6. Итак, вот на столе у нас теперь творение ваших трудов. Да. С чего начнем дегустацию? Давайте со свежего, вот только-только которую... Да? Да. Чебату? Уже, в принципе, можно, да? Да. Его лучше, наверное, порвать было, но мы его порезали. Наш пар как идет. Ой, горячий, поэтому разрез. Так, пусть он пока, да, настоится, Да, потому что он доходит. очень горячий. Безумно горячий. Дальше режем. Вот этот, Дальше, вот наверное. этот. Вот давай. Да, он уже, я думаю, Да. он уже остыл. О, да, он остыл. Послушайте хруст. Девочки А ну-ка. подготовили мои. Давай-ка. Вот так вот. Опа. Ой, да простят нас зрители. Ладно, зрители, наша съемочная команда сейчас просто... Тост говорить надо, да? Я лучше так скажу. Счастье любит тишину. Приятного аппетита. Или хруст французской булки. Хлеб хочется чем-то намазать, там, сделать из него бутерброд. А вот здесь ты ешь, и он самодостаточный. Ты просто ешь хлеб и наслаждаешься им. Дальше какой? Вот фиолетовый. Слово фиолетовый хлеб для меня это вот... Кислинка какая-то есть. Очень Ну, вкусно. по вкусу мне напоминает вот
тот старый бородинский хлеб. Давайте теперь вот это порежем, хлебушек. Это... Багет с семенами льна. О, это вообще полезно. Лен, семена льна, масло с семенами льна. Это в каждом кусочке, вот пробуем, в каждом кусочке вот он прям богатый вкус. Вот чувствуется, когда вкус чем-то наполнен. Это сладкий японский Десерт. хлеб, да, Хоккайдо. Женя, запомни, в плане еды никогда нельзя обижать хозяйку. Говорить, пробовать, надо есть. Все вкусно, я не знаю, что сказать. Ой, какой цвет. Да, тыквенное пюре так дают. Наукой доказано, насколько полезны тыквенные семечки. Я думаю, этот хлеб можно отнести к неким диетическим, наверное, даже. Так они все диетические считаются. Так как они на закваске, бездрожжевые, они... Так это еще и все диетическое. Так я еще переживал. Давай! Налегай, Так, Жень, дальше налегай. пробуем. Это экзотический, да, вы сказали, вкус? Да, это тминная мука добавлена туда, не тмин размолотые семена, а именно мука тминная. А чем Ой. это отличается? Намного больше ярче вкус. Сюда вот прям просится же, да, вот кусочек сальца, такого, знаешь, хорошенького, просоленного. А вы что? Я черный хлеб не люблю. Ну что же, мечты сбываются. Это же вообще блаженство. Инга, спасибо вам большое. Я не знаю, Я не то, что не пробовал столько много сортов хлеба. Я лично, я не видел столько сортов хлеба вот так за одним столом. Было очень вкусно, очень интересно. Спасибо вам большое. Несмотря на то, что мы, так сказать, уже повидали в этой жизни, я присоединюсь к тебе. То есть такого разнообразия, и разнообразия не только в самой выпечке, но и в вкусовой гамме, в принципе, в рецептуре, да, так как мы чуть больше углубимся. Вау! У меня одно слово, только вау. Да, ухта фарный фадар, ножом. Я честно. Ну и самое главное, как хозяйка подготовилась еще. Нам не только хлеб показали, а еще показали, как и с чем его можно есть. Да. Вот это. Спасибо вам большое. Мы Спасибо вам старались. большое. Спасибо. Но мы продолжаем дальше. Итак, ну что, гештальт закрыт. Хлеб я Более чем. домой взял. Ну, слушай, может, попробуем? Больно вкусный. Ну, по кусочку. Ну вот эти хитрые глаза, ну вот это. А давай. Давай. Есть особенные минуты, когда время будто останавливается. В одной руке теплый хлеб только что из печи, а в другой горячий чай. И пар от чашки создает настоящий уют. Ты берешь хрустящий кусочек, готовишь бутерброд, и беседа льется легко и непринужденно. Особенно, когда рядом хороший друг, с которым можно говорить обо всем. И ты не замечаешь, как проходит целый день. В такие моменты понимаешь, простое – самое ценное. Так, Женя, я тебя, конечно, пугать не хочу, но тебя будут дома ругать. Мы весь хлеб съели. Уже, удержаться невозможно было. Согласен, вкусно. Тогда я пойду все-таки куплю хлеб домой. раз. Да, еще раз куплю домой хлеб. А завтра мы с тобой отправимся в очень интересную пекарню, потому что именно утром открывает двери эта пекарня для тех, кто хочет попробовать очень вкусную и нежную выпечку. А мы будем первые. Да, все, До до завтра. завтра. Ну, свиделись. Доброе утро. Доброе. Для нас пролетела целая ночь, а для них несколько секунд. Везет. Реми, смотри, вот подскажи мне, пожалуйста, в Осетии мы с тобой путешествуем по пекарням, там, их очень большое множество. А как вообще держаться на плаву? Как вот конкурировать? О, вопрос, ты знаешь, на миллион, наверное, да, для всех. В моем понимании, таком узкоспециализированном, скажем так. Первое основное – это качество продукта. То есть этого никто не отменял. У тебя будет качественный продукт, тебя его будут брать, самое главное – советовать. Потому что при всей насыщенности маркетингового рынка цыганскую почту еще никто не отменял.
когда у людей все с уст в уста. Реклама. Очень важно. Реклама – двигатель торговли. И ребята без этого никуда, кстати говоря. Я считаю, что то место, куда мы отправимся, в рекламе не нуждается. Мало того, что у нее даже ее нет. Там нет ни вывесок, ни каких-то указателей, ни таблички. Но про это место знают все. Абсолютно все. Прям все. Абсолютно. Проверим. Поехали. Итак, когда я жил в центральном районе города, я почти каждый день прогуливался по этой улице, шел на работу, и хотел я этого или нет, но я замечал эту пекарню не по рекламе, а по невероятному аромату свежей выпечки. Валерий, здравствуйте. Мы очень рады, что мы пришли в это замечательное место. И я честно скажу, не знаю, как вам, но мне очень тяжело здесь находиться, потому что ароматы – это не на улице. И вы знаете, наверное, такой вопрос, вообще в чем секрет? Потому что это место самое, наверное, популярное и знаменитое, побоюсь слова сказать, в Осетии. Основа основ, что вся моя юность и первые мои профессиональные шаги начались именно с этого, на самом деле, для меня легендарного и жизненно важного места. Разработки именно своей рецептуры, конечно, формировались не за один день, понимая о том, что мы знаем понимание сдобного теста и понимание булочного теста. Выбирая контрасты и проводя тельные эксперименты, конечно, сложились определенные рецептуры, которые в течение больше 2 десятилетий уже на самом деле нравятся не только нашим горожанам, но и гостям нашей республики. Основная визиточная такая карточка – это любовь, радушие и делать все, как делаешь для своей родной семьи. А вот скажите, рецепт. Рецепт – это именно только лично ваш, правильно? Это, да, некая такая разработка моей длительной профессиональной деятельности, которая, да, закрепилась. Вы знаете, были моменты, когда к нам приходили на работу, в кавычках, чтобы забрать этот рецепт. Да, Промышленный шпионаж такой. но не срастается, я не знаю. Мы знали эти случаи, их было не один, не два, но у людей за пределами почему-то этой выпечки не получалось. Ну, тут самое главное на самом деле, вот вы же сейчас внутри, находиться как у себя дома, должен быть уют. Не экономить на определенных продуктах, потому что если ты не заложишь данное количество по рецептуре, не будет этого результата. Клиента можно обмануть один раз и потерять его навсегда. А работать более 25 лет – это не просто так. И знаете, хочется, чтобы многое время еще это все, как говорится, радовало взгляды и вкусы наших гостей и наших горожан. Поэтому не экономили, не экономим и не будем экономить. Я вот Валерия сейчас слушаю, да, я просто наслаждаюсь, каким трепетом, да, вот он говорит об этом деле, вот, как, даже не как ребенке, а как о целой большой семье, причем вы это сейчас и произнесли, то есть чувствовать себя как дома, чувствовать себя в семье, и вот это тепло, Это оно очень созидает. важно. Это может в компоненте с нашими продуктами данная положительная и благотворная энергия тоже играет свою роль. Я Это думаю, очень однозначно. важно. Я Это думаю, очень важно. Валерий, спасибо вам большое, что нашли минутку времени пообщаться с нами. Но я вот уверен, что нам бы хотелось все-таки познать хоть на чуть-чуть рецепт тех самых знаменитых булочек. Давайте попробуем. Не вы первые, не вы последние. Но мы его никуда не вынесем. Ну что, попробуем? Да. Пахнет.
Слушай, я думаю, такую красоту просто так дегустировать ни в коем случае нельзя. Поэтому нам нужна особая атмосфера и горячий чай. Хорошая идея. Пойдем. Так, ну что? Давай побыстрее. присядем. Присядем. Пока все горячее. Ой, уже и чаек нам тут положили. Как неожиданно. Реми, вот скажи, вот мы с тобой 2 дня посещаем пекарни, хлебзаводы, магазины, все, даже там людей, которые делают это все. Вот скажи мне, пожалуйста, а как сохранить культуру хлебопечения в Осетии? Вот как ты считаешь? Ты знаешь, во-первых, как тебе сказать, вот я за эти 2 дня понял, что пока есть вот такие люди, да, которые горят вот этим делом, пока есть такие производства, я думаю, вопрос о сохранении не станет. Скорее встает вопрос о расширении и более популяризации этого всего дела. Но если когда-нибудь станет вопрос о сохранении этой культуры, я думаю, как минимум мы с тобой и вот этот выпуск не дадут людям забыть о том, как это прекрасно и классно. Прекрасно. Реми, и у меня, смотри, в завершении у меня есть традиция с моими гостями. Мы делаем общее фото. Давай. Да. И я вклеиваю вот свой дневник путешественника, где хранится и долго-долго-долго. Вот на долгую память. Точно. Давай. Дорогой дневник, сегодня я вспомнил себя ребенком. Хлеб был всегда на столе. Утром, днем, вечером он был рядом. Я думал, ну зачем так много? Мне казалось, что это просто привычка. Но однажды, оказавшись в осетинских пекарнях, я увидел, как рождается хлеб. Как он поднимается в руках мастеров. Как наполняется теплом и смыслом. И тогда я понял, это не только вкусно. Это часть здоровья, традиций и любви к жизни. Сказать, что я познал культуру хлебопечения в Осетии, я думаю, только малую часть. Потому что каждый человек, который печет хлеб, он создает свою историю, которую можно познать с первого укуса.